Ренат Төнебекович, айтсаңыздар, вот здесь пишите финансовые расходы на НУК, да? Сколько планируется на обеспечение НУК зданием, оборудованием, прочими необходимыми средствами? Первоначально даже с бюджета будет идти. Расчет Колдынгарова, Кончалов. Уставной капитал это будет, мы сейчас, который в проекте, он у нас около 10 миллионов сомов. Я не хочу в огульную критику опять уходить, да, но у меня такой очень простой пример, да, вот сурьмяной комбинат на юге сотрясает уже несколько, наверное, десятилетий скандалы в руководстве, один за другим. Да, один за другим. Вы несколько лет руководитель, вы даже в одном этом комбинате не смогли навести порядок. Вице-премьеры не могут навести порядок, там постоянные скандалы. Почему это происходит? Я не хочу сейчас вас делать крайним, потому что, к сожалению, вот нам надо признать одну вещь. Вот мы критикуем одну сторону, есть другая сторона. Любое министерство, ведомство возьмем, назначение, у нас самая больная тема – это кадры. И когда происходит вопрос, доходит вопрос, Ренат Тамирбекович, Самирбек Мырза, доходит вопрос до ротации в ГП про неэффективный менеджмент, попробуйте хоть одного директора этого ГП или АО сменить, или его зама. Обязательно за ним стоит один чиновник с правительства или один чиновник с Джоркинеша. Есть у нас такая система квотирования. В Минсельхозе сидит лицо одной из фракций, абсолютно неэффективный менеджер. Абсолютно в любом ведомстве шундой бар. Анан сиз азыр дагы бир ведомство түзөм дегенде кайра башталат. СДБКнын квотасы, тигинин квотасы, лидерлердин, депутаттардын. Я не хочу никого обидеть, это наша реальность. Мы когда вот это признаем, мы начнем двигаться. Поэтому смысла создавать очередное, если вы не можете инвентаризацию всех гособъектов сделать. Вы на словах говорите, вы сделали. Я дошла, вот два примера подняла. Русский драмтеатр, скандал вокруг русского драмтеатра, где десятилетиями они перечисляли 6 арендаторов на счета, которые имелись деньги, они не поступали в бюджет. Сейчас 6 арендаторов, им предъявляют еще счет 15 миллионов и хотят выкинуть. Это ваш эффективный менеджмент. Один пример. По ГП «Каял» сотни миллионов мимо бюджета уходило, сейчас возбуждено уголовное дело. Я уверена, там ущерб будет в сотнях миллионов сомов. Зачем создавать еще одно неработающее ведомство? Зачем учреждать что-то, если мы с действующим не можем навести порядок? Это вопрос зависимости у нас вот в кадровой политике от друг друга. ГПД, у нас мода назначать своих людей в совет директоров. Любой совет директоров, если мы сейчас в рамках своей фракции создадим комиссию, проверим, вот все ведомства, которые вы здесь даете по списку в ГП, я уверена, 99%-інде жөнөкөй кишилер жок да. Анан кантип вы хотите порядок навести? И все. У меня здесь это коротко и понятно. Потом зачем вот эти мы все собрания проводим, критиковать это хуатаус, а когда дойдет до дела, вы ни одного, вы элементарно, я год говорю о ведомстве Минсельхозе, да, его не смогут снять, потому что это официальная квота за одной из фракций. Руководитель. Также вот сурьмяной комбинатта, тигинин кишиси, бунун кишиси, между собой разные вот эти директора, члены совета директоров, буквально до драк доходит, до агрессии и скандалов. Смысл во всем этом создавать еще одно ведомство. Давайте мы признаемся, что у нас кадровая политика, потому что мы сами в этом виноваты. Мы хромаем, мы сами не можем себе признать, что объективно независимого профессионала мы никогда не приведем. Потому что он должен быть либо лояльным кому-то из определенных персон в кругах правящих, либо в парламентских фракциях, либо в правительстве. Вот когда вот это вот уйдете от этой зависимости, тогда у нас будет продвижение вперед. Этого продвижения вперед пока не будет. Поэтому берюсь азыр отуру кыйын болуп, муну эмес убакытта кетип атат, мен да кетирбей эле коеюн. Айса Шкулч тарынбаңыздар, эми мен кичине немерек сүйлөп койдум, просто мен эмнеге тарынам? Сиз ар бир ведомствоны текшерип көрсөк, аркасына бир депутат чыгат, бир өкмөттүн мүчөсү чыгат, анан бирөөнүн туугандары чыгат экен. Анан ошон үчүн руководительдерди, совет директоровторду, ал профессионалдарды алып келгенден мурда биз деген ошол зависимостьти жоготуш керекпиз. Ошол жоготкондон кийин бунун баары түзөлөт. Рахмат.
комиссия түзүп көрөлү, анан давайте текшерели. Анан ар бирөөсүн ачык-ачыкка чыгаралы. Ошондо чыгат кимдин аркасында ким отурганын. Биягы да билет, оң жагы да сол жагы баарыңар билесиздер. Айтылган сөздөн кийин сиз деген даже, может быть, инициируете создание этой комиссии. Давайте проверим все ГП. Хорошо. И вы первые ощутите на себе, сколько звонков вы получите. А представьте, сколько они получают. Попробуйте уволить одного красного директора совета директоров. Они сидят по 5, 10, 15, 20 лет. О каком продвижении может идти речь? По 20 лет сидят директора. Пережитки коммунизма. У нас рыночная экономика. Они никогда вперед не двинутся. Хорошо. Рахмат.